Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. Я очень рада, что я смогла хоть кому-то помочь. Мыслей вернуться нет, мы уже и граждане Российской Федерации. Своих не бросаем. Вынужденные переселенцы из Донбасса. Только не обратно. Необходимо республике еще один перинатальный центр 3-го уровня. Все, что нужно для наших уважаемых будущих матерей, мы должны сделать. Подарок от президента новому перинатальному центру в Казани быть. Созидатель, способный на смелые поступки, настоящий лидер. Прекрасный менеджер. Я считаю, что Татарстану с таким руководителем повезло. Лидер Татарстана. Главное – историческое предназначение и исторические корни. Героическая армия России в тяжелейших, сложнейших условиях на Украине успешно выполняет поставленную руководством страны и верховным главнокомандующим задачу. И задача эта будет выполнена. Меня лично радует, что российская Минобороны сейчас на регулярной основе доводит до нас всех информацию о подвигах и героизме наших военнослужащих. И правдивые данные о потерях также были необходимы. А иначе возникает информационный вакуум, который, как показали первые дни спецоперации, быстро заполняют различные производители фейков, дезинформаторы всех мастей, да и просто враги России и Украины. Обидно, что в этом ряду оказались люди, иногда достаточно известные, умные, которые вольно или невольно стали на путь по дискредитации нашей армии и нашей страны. Так, если объективно и честно смотреть на вещи. Это очень опасный путь, и я не понимаю этих людей, которым вдруг стало стыдно за нашу страну. В ситуации, когда, как я уже сказал, наши офицеры и солдаты, мужественно, рискуя собой, выполняют свою работу. Защищают Донбасс, освобождают Украину от неонацистов и вообще-то защищают нашу страну, всех нас. Если это по каким-то причинам не доходит до ума и сердца, лучше хотя бы не спешить с якобы громкими заявлениями. Я так считаю. Радует, что подавляющее большинство жителей нашей страны остаются людьми. Не ввязываются в так называемые информационные войны, изображая из себя опытных конфликтологов и военных аналитиков, а помогают, чем могут, тем, кто оказался в тяжелой ситуации. «Единая Россия» на этой неделе отправила первый отряд врачей в Луганскую и Донецкую республики. Для оказания медпомощи жителям в ближайшее время на Донбасс прибудет бригада детских специалистов. Партия также направляет волонтеров для оказания гуманитарной помощи Донецку и Луганску, для поддержки служб жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы затем можно было быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру. На этой неделе из Татарстана отправлена гуманитарная помощь для эвакуированных с территории Украины. Перечисляются деньги на нужды вынужденных переселенцев. Их готовы приютить в своих домах, предложить им работу. Заметим, для совершенно незнакомых людей. И наша республика не первый раз становится второй родиной для многих бывших жителей Украины. Эти кадры от своих коллег, журналистов, работающих в эти дни на территории Донбасса, получает оператор нижнекамской телерадиокомпании Илья Челноков. В 2014 году он тоже там был, работая в федеральной телекомпании. Начиналось с Киевского Майдана. В первое время были действительно те люди, которые непосредственно живут в Киеве. Но потом, к разгару, так скажем, тех событий, которые произошли в Киеве, там уже больше людей находилось в Западной Украине. Потом снимали в Крыму, затем на Донбассе. После этого была командировка и в Сирию. Но именно на территории Украины, говорит, было сложнее всего. Потому что непонятно было, где свои, а где нацисты. Был митинг на центральной площади Донецка. Опять же, специально привезли с Запада ребят, фанатов. И в итоге это резнёй закончилось. И, я там прям присутствовал, видел, как это начиналось. Шумпакеты кидали в толпу. Еще одна жительница Нижнекамска, Лариса Сосновская, на собственном опыте знает, что такое вынужденно переселяться. Приходилось неоднократно менять место жительства. После войны в 1947 году мой папа, он работал редактором «Львовской правды». Там было очень сильное движение вот
То, что сейчас, это, собственно, давно так и было. То есть он тогда тоже вынужден был из Львова бежать. Папу перевели в Луганск, где он до самой своей смерти работал редактором «Луганской правды». В Нижнекамске Лариса Борисовна оказалась намного позже, успев пожить в одной из бывших республик Советского Союза, откуда тоже пришлось уехать в 90-е во время националистических волнений. Поэтому в 2014-м без колебаний решила приютить переселенцев с Украины. Моя дочь занималась вот этими вопросами, то есть размещением беженцев. Я говорю, давай я к себе возьму, я сейчас одна. Я очень рада, что я смогла хоть кому-то помочь, потому что, в свое время мы тоже переехали сюда, можно сказать, почти как беженцы. Илья Игин – глава той самой семьи, которую приютила Лариса Сосновская в 2014-м. Когда-то работал там, на местном телевидении, потом стал заниматься ландшафтным дизайном. Мы жили, во-первых, под Луганском, 30 километров от Луганска, город Алчевск. Воспринимали всю происходящую ситуацию, конечно, со стороны обывателей. Но когда военные действия уже вплотную к городу подошли, когда уже по простонародному говоря, начало в огород прилетать, тогда уже поняли, что дальше смысла нет держаться. Буквально с собой были документы, один рюкзак на двоих. Единственное, что у меня с собой был, это ноутбук. Все, первый рабочий инструмент. Тогда, говорит, родственники жили в Набережных Челнах, порекомендовали приехать в Татарстан. А в поезде познакомились с нижнекамцем, который пригласил в свой город. Согласились. Как раз в этот момент местное телевидение, НТР, снимало сюжет о беженцах. И вот мы там попали в героя этого сюжета. А дальше уже сразу предложили в Нижнекамском филиале МГИ преподавать. Через год работы в институте у меня поступило предложение о переходе на, так сказать, муниципальную работу. Сейчас работает в городской администрации архитектором, и вся семья в сборе. Я просто переделываю гитару, это корейская гитара, я ее переделал в такой нормальный вид. В семье Владимира Люльковича 11 человек. В 2014 году они тоже были вынуждены уехать из Донецкой республики в Набережные Челны. Младшей дочери тогда было 4 года, старшему сыну 24. Мы из города Дзержинск, сейчас называется Торецк. Возле Горловки, которые слышно в каждых новостях. Мы однажды летом проснулись от страшного рева самолета. Он атаковал наш город, сделал несколько выстрелов. Короче, наша дочь нашла в интернете людей, которые на нас обратили внимание. Это был человек из Набережных Челнов, Соколов Антон, фирма «Крепость». И он нами заинтересовался, и они нас вывезли, короче говоря. За свой счет купил билеты, приехали, сняли квартиру, вот это вот, где мы сейчас находимся. Один из самых радостных дней для всей семьи на территории Татарстана – получение российского паспорта. Ждали этого дня 6 лет. Теперь, говорит, можно уверенно строить планы на будущее. Владимир занимается изготовлением и ремонтом музыкальных инструментов, планирует заняться музыкальным творчеством. Старший сын тоже музыкант, а самая младшая, Дарья, школьница. Есть друзья и нормально живется. А скучаешь ли по родному городу? Донбасс у нас вообще чисто русский. У меня мать с России, с Орловской области, отец с Белоруссии. Как там обстановка, брат? Нормально все. Не стреляют? Межнациональная семья у Мамеда Касымова, который тоже 8 лет назад был вынужден все бросить и уехать в неизвестные места. На Донбассе остался брат, с которым есть связь, и, говорит, уже стало спокойнее. Город Макеевка, спутник Донецка называется. А вот там и жили, между Макеевкой и Донецкой, в своем доме. Я за 29 лет вот там жил я не ощущал, где русские, где украинцы. Не было такого. Потом уже в 2014 году уже начали переворот там в Киеве, все это. И начали стрелять там. Меня было за себя не страшно, за детей было страшно. Вместе с внучкой и зятем уехала и бабушка супруги Мамеда, Антонина Шумская, которой в 2014 году было 79 лет. Сейчас живут в Казани, довольны. Конечно, очень даже спокойно. Если я знал бы, что в России жить хорошо, так хорошо, я бы 30 лет назад сюда приехал бы.
принципе, все нравится, все развито, как бы и Татарстан во многих позициях впереди планеты все, как говорится. Мыслей вернуться нет. То есть и как бы это и с этой ситуацией не связано, их не было, поскольку, во-первых, и здесь уже какие-то определенные обязательства перед государством, мы уже и граждане Российской Федерации. Я даже не знала, кто они, украинцы или русские, или... да это было неважно. Главное помочь людям. Вот на мой взгляд так. Зуфар Давлетович, Роман Безменов, Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, Игорь Романов, Гульнара Миниханова, Александр Лихачев. 7 дней при содействии Нижнекамской телерадиокомпании НТР. Как мы уже сказали, в середине недели Минобороны России обнародовала официальные данные наших потерь в ходе проведения спецоперации на Украине. Все знают эти цифры: 498 погибших, 1597 раненых. Много это или мало? Ну, во всяком случае, это слишком мало украинским дезинформаторам и пропагандистам. Они, как известно, завышают наши потери как минимум в 5 раз. Я не военный, мне сложно дать оценку потерям. Я могу лишь рассуждать как обычный человек. 500 погибших – жуткая новость, но давайте посмотрим на сводки со второго фронта, с ковидного. На этой неделе в среднем каждый день от ковида умирало в России 780 человек. Каждый день почти 800 человек. Это в 1,5 раза больше, чем потери в военной операции за неделю. А что ковид? 800 стариков в день. Кажется, это неизбежность, но расскажите это человеку, для которого смерть 80-летнего отца от ковида – это жуткая, скоропостижная, преждевременная смерть. Да, он считает его погибшим. Фраза недели. А помните, был такой коронавирус? Да, большинству уже надо вспоминать, ведь появился новый повод для разговоров. Вот только что значит «был»? Он никуда не делся. Был, значит, был важен, теперь уже нет. Но второй фронт существует, и он может принести в нашу жизнь куда больше горя, чем все, что мы сейчас себе представляем. Об этом Михаил Любимов. До конца войны еще далековато, да? Очень далеко, потому что болезнь, она никуда не делась. Пациенты поступают. Да, хочется сказать, что прям вот, чтобы так вот сказать, что спад пошел, я пока затрудняюсь сказать. Это спада нет у нас, да. Они болеют, летальность она есть, тоже по летальности спада я не вижу. Лежат, еще раз я повторяю, пациенты именно тяжелые. Это госпиталь Кукмарской ЦРБ. Всего 50 коек, и почти все они заняты. Ну вот посмотрим здесь, например, да? Да, вот на сегодняшний день у нас вот полностью пациенты здесь находятся, да, весь провизорный госпиталь у нас занят. Уже мужская палата, здесь тоже на сегодняшний день у нас полностью забита. Да, одна койка единственная пока свободная есть. Вот по этой палате можно судить в целом по наполнению. Так у вас процентов на 90, наверное, на да? 90% у нас, да, весь провизорный госпиталь занят. Пресловутый спад заболеваемости по сути приносит лишь одно – спад интереса и осторожности, особенно сейчас. На деле невидимый более обществом враг косит в эти самые дни людей пожилых, многие из которых расплачиваются жизнью за наше отрицание войны. Войны, которая идет. Ну вот я уже вижу, что люди пожилого возраста, конечно. В основном поступают, да, у нас лица старше 60 лет. Вот. Молодых встречается, ну, гораздо реже уже. В основном лица уже 70-80 лет они. И, хочется, конечно, сказать, не вакцинированные. Я думаю, эти койки еще долго здесь будут стоять. Даже да, когда у вас видите, человек 10 останется, вы как-то не будете, наверное, спешить переводить все на, да? Возвращаться к мирной жизни, да? Нет, наверное, нет. Не сданы в архив даже дополнительные койки. Это плюсом к тем 50 в наличии. Некоторые даже не пустуют до сих пор. Не сбылись в эту волну никакие розовые мечты. Омикрон оказался волком в овечьей шкуре. Вот эта не пожилая еще женщина 2 недели боролась за жизнь на аппарате ИВЛ. Молодец она. Старалась. Молодец. С вашей помощью я надеюсь только на вас. На Бога молилась, на врачей надеялась. Молодец она у нас. Желаем вам здоровья. Спасибо большое. Это почти чудо. Ресурсы пожилого человека, как правило, невелики.
Тяжелых много, да? По-прежнему? Тяжелых много по-прежнему. И в основном, конечно, тяжелые среди взрослого населения 60-65 плюс. Мы вроде ждали от этой нового штамма коронавируса омикрона более легкого течения, но на самом деле эти ожидания наши не сбылись. То есть больные, тяжелые поступают. Также поражение легких идет КТ-2, КТ-3, КТ-4. То есть больные приходится подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких. Они, к сожалению, у нас не все выходят из этого состояния. Коронавирусная война, она не закончена. Кукмарскому госпиталю пришлось бы еще туже, несомненно, если бы он сражался в одиночку. Помогает инфекционная больница Казани. Она забирает, если не всех, то самых тяжелых. Из тех, конечно, кто еще способен пережить переезд. Всех Казань принять просто не может. Особо нет смысла и особо нет мест. Юлия Михайловна, вот куда я не посмотрю, на любой вот ваш этот бокс, я вижу, что нет тут свободных коек. Несмотря на то, что эпидемия идет немножко на спад, но количество тяжелых пациентов не сильно у вас уменьшается. Да? Это так? Остается пока. Тем же? Да. У нас койки заняты, мы вынуждены все время сохранять количество врачей, количество штата. В республиканской инфекционной больнице реанимация загружена сейчас на 100%. Каждый день. И если кукмарские врачи только подозревают, что имеют дело именно с лукавым омикроном, то здесь уже имеют возможность научно убедиться в этом. В распоряжении врачей РКИП теперь есть тесты, определяющие тот или иной штамм. И они уже свидетельствуют. Калечит и убивает людей сейчас не дельта, а омикрон. В большинстве случаев. Вот мы это для себя открыли. Для нас было неожиданностью, потому что мы все-таки очень надеялись, что именно омикрон штамм, он так вот пройдет, скажем так, волной иммунизации и в основном не затронет пациентов до такой степени, чтобы они попадали в реанимационное отделение. Но есть такие. То, что мы наблюдаем сейчас в любом госпитале, от районного до городского, было предсказано еще в прошлом году опытом других стран мира, уже прошедших через все это. Любая волна, отходя от нашего берега на одну ей известную глубину, забирает с собой самых слабых. Магия снижающихся цифр не дает нам оценить эту глубину. Смертность не падает, тяжесть растет. 780 человек в среднем. Это лишь официальные потери, и это лишь за день. То есть к нам попадают коморбидные пациенты, пожилые, с большим количеством хронических заболеваний, онкологические больные, которые 2 года береглись, а сейчас до них дошел ковид и попадают к нам. Вот самое время сейчас подумать о родителях, позаботиться о них, именно о них. О родителях, о близких. В любом случае соблюдать все те меры, которые мы соблюдали ранее. Ревакцинируйте родителей, если они уже вакцинированы. Там сейчас нет большой опасности. Люди стоят в других очередях и вообще думают о другом. На этих койках в реанимации и вообще в госпиталях очень редко встретишь того, кто был привит. А тем более был привит недавно. Больные в основном не вакцинированные, и они почему-то заблуждаются в том, что именно их эти заболевания сопутствующие являются препятствием. Но я на сегодня... Да, 72 будет летом, я 50-го года. Вы не прививались? Нет. Почему? Знаете Страшно, да? что? Потому что... Страшно, да? Страшно. И хронические болезни у меня много, очень. Опять? Как раз-то больные с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, ишемической болезнью, рядом других заболеваний должны именно вакцинироваться. Они являются людьми группы риска. В общем, это не так просто. Это на самом деле не просто ОРВИ, абсолютно. Поэтому лучше защищаться. Лучше пока не успокаиваться сами, Конечно. пока он не успокоится. В рулетку лучше не играть. Это правда, это действительно рулетка, да. Вы уже провели над собой эксперимент, можно ли выжить, не прививаясь. Ну, в вашем случае, в общем, он такой почти, можно сказать, удачный. Да, меня сколько Бог даст. Вот 72 будет, да?
знаете... Надо жить. Надо жить. Жить в обществе, взгляды которого слишком часто устремлены в сторону мнимых угроз в тот самый момент, когда беда еще на пороге. Ведь каждая смерть – трагедия. На этой войне нет умерших, есть погибшие. Смерть от ковида близкого человека и в 80, и в 90 никогда не будет казаться вам неизбежным и естественным исходом. Вот о чем мы говорим, это не о том, что коронавирус в принципе останется. Это понятно, что никуда он не денется, как вирус. Мы говорим о ситуации, которая вот здесь, сегодня, сейчас. Он сейчас никуда не делся. Он и сейчас продолжает убивать и калечить людей. Это так? Это так. Это так. Михаил Любимов, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. Наверняка вы уже знакомы шуткой в интернете. Российские мужчины благодарят компанию с яблоком за закрытие продаж накануне 8 марта. Конечно, подарки будут. Будут цветы, ведь 8 марта – один из самых любимых и ожидаемых праздников в нашем календаре. И первыми, кто серьезно готовится заранее, готовит сюрпризы и спешит поздравить наших самых прекрасных и любимых с началом весны, будут, конечно, дети. На этой неделе прекрасная новость для всех, но особенно для наших женщин и детей. Новый перинатальный центр появится в Казани. Планируется, что принимать здесь будут до 8 тысяч родов в год. Решение вопросов демографии остается одним из приоритетных направлений. За последний пандемийный год в республике из-за роста смертности и снижения рождаемости произошла убыль населения. Так, в прошлом году родилось на 662 ребенка меньше, чем в 2020 году. Вопросам повышения демографии мы уделяем большое внимание, отметил президент Татарстана на торжественной церемонии закладки камня нового центра. Один из самых главных приоритетов – безопасное материнство. Мы должны создать все условия для наших будущих матерей, отметил Рустам Минниханов. Напомню, что о строительстве перинатального высокотехнологичного центра речь шла не один год. Татьяна Тимошенко о настоящем моменте и, возможно, лучшем подарке для женщин от президента. Очень маленькие, 750 грамм. Вот мы их очень бережно выхаживаем. У них специальные кювезы, которые называются жирафы. Дети из этих кювезов не вынимаются. Этот малыш родился на 26-й неделе. Его мама отходила чуть больше половины беременности. Таких детей был в практике случай, когда выходили новорожденного с весом менее 500 граммов. Здесь в реанимации немного, но все случаи тяжелые. Врачи работают над тем, чтобы новорожденным включить условные рефлексы, и отделение реанимации никогда не пустует. Поступают дети с доношенным сроком, с патологией, которые перенесенная асфиксия, врожденная пневмония. Но основной наш контингент все-таки это недоношенные дети, которые за счет морфофункциональной незрелости, дыхательных нарушений требуют реанимационной помощи. Наша задача научить ребенка дышать и научить ребенка есть. Это глобальные такие, как я маме объясняю обычно. В Республиканском перинатальном центре и вовсе проводят операции еще не родившимся детям. Внутриутробная технология – это для татарстанских врачей не новая. Но, например, в 2020 году была проведена операция на сердце плода. Патология была выявлена на 7-м месяце беременности во время обследования на аппарате УЗИ. И это был единственный шанс, чтобы ребенок дожил до родов. Не разрезая живот матери, не разрезая сердце плода, мы под контролем УЗИ делаем прокол через живота матери, матки и дальше верхушки миокарда, сердца. Подобные операции на сердце ранее в России успеха не имели. В мире делаются, но крайне редко и в крупнейших центрах. Это была и победа, и гордость, спасенная жизнь. Республиканский перинатальный центр, сейчас работающий в Казани, это 3-й высший уровень в ранге медучреждения. Это значит, что он оказывает высокотехнологичную помощь. Есть санавиация для доставки из районов в перинатальный центр. Проводятся телекоммуникационные консультации с ведущим НИИ акушерства имени Кулакова. Сейчас, например, с главным акушером страны. Связь круглосуточная. 3-й уровень по маршрутизации – это
все пациентки, беременные пациентки высокой степени акушерского риска, которые имеют помимо беременности очень много каких-либо других заболеваний, связанных как с самой беременностью, так и с самим организмом. У нас контингент родоразрешаемых абсолютно различный. Это может быть 14-летняя девочка и 54-летняя женщина. Каждая из них приехала к нам родить ребенка. Вот у нас сейчас как раз именно такой момент. Есть и 15-летняя девочка в родах, и 54 года на сохранение пациентка к нам госпитализировалась. Показатель младенческой смертности является одним из важнейших в статистике и в человеческих судьбах. Чаще всего подразумевается риск в родах или сразу после в результате патологии ребенка или матери. Министр здравоохранения страны заявил, смертность детского населения в России за последние десятилетия снизилась более чем в 2 раза, в том числе благодаря снижению младенческой смертности. 2 года работы в ковиде у нас все лечебные учреждения, службы родовспоможения работали особенно напряженно. Это коснулось республиканской клинической больницы, временного инфекционного госпиталя 7-й городской больницы. Статистика по демографии за последний год в республике фиксирует убыль населения. За детьми в условиях пандемии идут меньше. В прошлом году в Татарстане родилось на 662 ребенка меньше. Зато январь этого года по цифрам прибавил работы акушерам, новорожденных стало больше. В этой палате, например, и совсем молодая мама, малыш первый, и опытная с 4-м ребенком. Среди явных тенденций акушеры отмечают многодетность и увеличение возраста мам. Вопрос женского здоровья выходит на первый план. Врачи говорят, необходима не только профилактика, а культ девичьего здоровья уже с подросткового возраста. По состоянию здоровья, может быть, они уступают нашим предшественникам, потому что, в общем-то, экология меняется, и образ жизни меняется. Но здесь есть еще одна проблема. Сейчас, к сожалению, женщины, есть такая тенденция, откладывают рождение детей возраст 30+. К 30 годам и позже накапливаются хронические заболевания. И если женщина вдруг решила, например, в 35 лет захотеть иметь ребенка, абсолютно не факт, что это у нее получится. На сегодня с диагнозом бесплодия 6 тысяч, почти 6 тысяч мужчин и женщин. Почти 6 тысяч. Это примерно каждая 6-я пара. И в листе ожидания около 3 тысяч стоит. То есть и поэтому принято решение, что нужен центр планирования семьи именно при многопрофильной больнице. Сегодня в Казани рождается каждый 2-й житель республики, но только каждые 3-й и 4-е роды проходят без осложнений. Ресурсов 1-го перинатального центра при РКБ не хватает. И вот ввиду этого, что у нас 3-й уровень 1 на всю республику Татарстан, а в Российской Федерации 30% от всех родов должны сосредотачиваться на 3-м уровне, а у нас только 17 или 18%. Это говорит о том, что необходимо республике еще один перинатальный центр 3-го уровня. Планы строительства нового перинатального центра вынашивали несколько лет, и случилось это неожиданно. Принятие решения президент республики объявил 3 недели назад. И вот закладка камня. Демография вопрос такой непростой, но в Казани у нас этот вопрос, он более обстоит хорошо. Но вот безопасное материнство, высококвалифицированные кадры, хорошие условия – это тоже залог тому, чтобы наши женщины решительно принимали решения по увеличению нашей демографии. Все, что нужно для наших уважаемых будущих матерей, мы должны сделать. Строительная площадка на территории 7-й больницы уже расчищена. Новый перинатальный центр рассчитан на 160 коек, то есть ежегодно врачи смогут принимать здесь 8 тысяч родов. Оснащенность обещают высочайшего уровня, как и темпы строительства. Перинатальный центр должен открыться уже в августе следующего года. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Созидатель, способный на смелые поступки, настоящий лидер. Прекрасный менеджер. Я считаю, что Татарстану с таким руководителем повезло. Лидер Татарстана. Главное – историческое предназначение и исторические корни.
Создавать в Татарстане авиатопливо из рапса, обучать промышленников на тренажерах виртуальной реальности и новые маршруты контейнерных перевозок. Такие предложения озвучили на заседании Совета директоров Татнефтехим Инвестхолдинга. Его провел Рустам Минниханов. Традиционно здесь обсудили прорывные идеи для развития республики. Прирост запасов Татнефти в России за 4 года оценивается в 116%. Это свыше 123 миллионов тонн нефти и более 6 миллиардов кубометров газа. Топливный гигант владеет 33 участками в 5 регионах за пределами республики. На них расположены 46 месторождений. Об этом сообщили на заседании Совета директоров компании с участием президента Татарстана. По уровню добычи компания в январе превысила аналогичные показатели прошлого года. Планы по инвестициям сформированы с учетом роста добычи нефти, реализации проектов нефтегазопереработки, шинном бизнесе, нефтегазохимии. На базе школы откроют химико-технологический лицей и решат кадровый вопрос. Менделеев представил программу профориентации. Химию здесь изучают с детского сада. По социально-экономическим показателям Менделеев занимает 10-е место в республике. Сильные и слабые позиции района детально обсудили на сессии с участием Фарида Мухаммедшина. 20% нефти в республике добывается малыми нефтяными компаниями. Итоги их деятельности подвели в Доме правительства. В прошлом году в Татарстане добыча черного золота выросла почти на 6% и составила 34,5 миллиона тонн. Рустам Минниханов отметил, нефтяная промышленность – основа экономики республики. Правительство Татарстана и Фонд национальное интеллектуальное развитие подписали соглашение о сотрудничестве. В первую очередь оно предполагает внедрение российских технологий в ВПК республики. В Татарстане уже проходят испытания биопрепаратов в рамках проекта «Инагра». Применение биофунгицидов и стимуляторов роста для зерновых культур снизит пестицидную нагрузку и поддержит развитие органической продукции. Казанский Акбарс подготовил оригинальный подарок ко дню рождения Рустама Минниханова. Это форма с обновленным логотипом клуба. Подарок вручили на традиционной встрече Рустама Минниханова с коллективом Акбарса перед стартом плей-офф серии Кубка Гагарина. Рустам Минниханов принял участие в открытии гостиничного комплекса Craft Hotel Kazan Airport. Строительство было начато в 2019 году. В 9-этажном здании одновременно могут разместить до 500 человек. В оформлении интерьеров комплекса использованы национальные татарские мотивы. Новый отель станет частью инфраструктуры Казанского аэропорта. Президент Татарстана встретился с представителями Российского фонда мира. Обсуждали сотрудничество по гуманитарным направлениям, в том числе в сфере благотворительности. Особое внимание содействию укреплению мира и согласия между народами и странами. Напомним, Рустам Минниханов по поручению Владимира Путина возглавляет группу стратегического видения «Россия и исламский мир». В ходе встречи президента республики наградили юбилейной медалью Российский фонд мира 60 лет. Рустам Минниханов с рабочим визитом находился в Москве. Он провел встречи с руководством Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым и Михаилом Богдановым. Также президент Татарстана вручил министру медаль столетия ТССР за плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики. Рустам Минниханов 3 марта поздравил женщин республики. Этот год в Татарстане объявлен годом цифровизации. И впервые в преддверии Международного женского дня в Казанский Кремль были приглашены только представительницы сфер связи и IT. Это связисты, программисты, почтальоны, диспетчеры службы 112, ученые. В преддверии 8 марта сотрудницы нашего телеканала получили награды от Рустама Минниханова. Благодарности президента Татарстана получили Дина Газалиева, заместитель генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти. Светлана Кадырова, заместитель по информационному вещанию. Медалью столетия ТССР награждена главный редактор службы новостей ТНВ Сария Хабибулина. Президент Татарстана озвучил меры поддержки и действия республики в период введения санкций на республиканском совещании в Доме правительства. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, льготное кредитование, продление сроков по уплате налогов – это лишь некоторые из мер поддержки, которые в правительстве страны подготовили в ответ на антироссийские санкции. Сейчас сформирован оперативный штаб для поддержки экономики региона и введен план по поддержке предприятий и обеспечению жителей товарами первой необходимости. Алексей Песошин наградил победителей конкурса «Женщина года, мужчина года. Женский взгляд». Конкурс ежегодно демонстрирует успехи женщин в профессиональной и общественной жизни. Алексей Песошин также заметил, что Татарстан сегодня как никогда заинтересован в крепких, дружных и процветающих семьях. Одной из победительниц конкурса стала наша коллега, руководитель Шаян ТВ Рамиля Сахабуддинова. 6 марта в Казани прошел автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Его организатором выступила Федерация бокса Республики Татарстан.
К акции также присоединились Содружество пограничников Республики, Содружество ветеранов боевых действий и Союз десантников Татарстана. Участники, а это более 50 автомобилей, стартовали у стадиона Акбарс-Арена. Конечным пунктом автопробега стал Парк Победы, где участники возложили цветы к вечному огню. Чем больше навал санкций на нашу страну, чем сильнее истерика западных политиков, по-другому, наверное, и не скажешь, тем больше уверенности в том, что мы все сделали правильно. Показательный момент. Посмотрите, как в этом безудержном угаре сделать России больнее. Коллективный Запад срывается на спортсменов, деятелей культуры, журналистов и даже паралимпийцев. По-моему, в этой бессильной злобе они делают одну ошибку за другой. Уже сейчас понятно по их реакции, высказываниям, как минимум они нас недооценили, а значит, будет возможность это наглядно продемонстрировать. Потенциал России и Татарстана колоссальный, мы во многом самодостаточны, и хотя у нас есть свои внутренние противоречия, уверен, в этот трудный период мы еще больше сплотимся. В России в целом, вокруг нашего общенационального лидера Владимира Путина, в Татарстане вокруг нашего президента Рустама Минниханова. На этой неделе руководитель нашей республики отметил 65-летний юбилей. Отметил, надо признать, в своем стиле, без каких-либо торжеств, даже не меняя свой напряженный рабочий график в этот день. В этом весь Минниханов. Бесконечно преданный делу родной республики человек, деловой, энергичный, требовательный. Мы знаем, что бывает он в какие-то моменты и ироничным, и добродушным. Но вот несобранным, расхлябанным, по-моему, не бывает никогда. Настоящий лидер, политик-тяжеловес, лидер Татарстана, а не просто лидер татар, выразитель интересов всех жителей большой и мощной республики. Есть большие руководители, губернаторы, мэры, которые очень четко и зримо ассоциируются со своими регионами. В России их было и есть не так много. Московский градоначальник Юрий Лужков, как мы знаем, был беззаветно влюблен в столицу и свою работу. Современную Чечню невозможно представить без Рамзана Кадырова, а Татарстан без его первого президента Минтимера Шаймиева. Но нашей республике повезло вдвойне. На моей памяти мало где в российском регионе так удачно и, можно сказать, бесшовно прошла передача власти. От одного руководителя к другому. Я с радостью и принародно таким образом передал полномочия своему, можно сказать, воспитаннику, достойному и опытному руководителю Рустаму Нургалиевичу. Зная, что новый президент республики совсем справится, и мы не ошиблись. Жизнь показала, что Рустам Нургалиевич действительно оправдал наши надежды. Рустам Минниханов равно Республика Татарстан. Здесь можно смело говорить о взаимной любви. Татарстану здорово повезло с президентами, как с первым, так и ныне действующим. Однако и Минниханову также повезло с республикой. Именно здесь, у себя на родине, он в полной мере реализовал свои таланты, идеи, проекты. Сначала в качестве главы района, затем на посту министра финансов, председателя правительства и, конечно, президента. Не будем кривить душой, такого успешного управленца давно заметили в Москве. И пусть доподлинно неизвестно, какие высокие федеральные должности предлагали Рустаму Нургалиевичу, прикидывали почти наверняка, татарстанцам можно не беспокоиться. Минниханов останется в Казани, в Татарстане. Это по-настоящему его призвание, можно сказать, даже историческое предназначение. И в Москве это хорошо понимают. Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов федерации. И это так и есть. На самом деле так и есть. Но все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому... При этом, оставаясь руководителем такого региона, как Татарстан, Минниханов, конечно же, руководитель федерального масштаба, настоящий политический тяжеловес. Татарстан – республика продвинутая и самодостаточная, а Рустам Минниханов – один из самых эффективных лоббистов. Сегодня это уже непреложные истины, причем в отношениях с федеральным центром наш президент умело сочетает гибкость и дипломатию с жесткостью и требовательностью. 5 лет не трогайте ничего. Вот поставили, давайте 5 лет поработаем. 5 лет, значит, я буду понимать, сколько доходов мы заработаем, и это. Вы принимаете решение. Движимое, недвижимое, движимое имущество. Это наши доходы. Почему вы такие решения принимаете?
В этой требовательной позиции Минниханова своя правда и сила. Он не для себя лично просит и требует, для республики, для ее жителей, а если в государственном масштабе, в интересах всей страны. Показателен случай с недавней коллегией татарстанского Минпромторга, когда один из федеральных чиновников поблагодарил Рустама Минниханова за настойчивость и упорство, выразившееся в принятии постановления правительства, которое расширило льготы резидентам особых экономических зон. Выгоды в результате получили многие регионы, не только Татарстан. Позже Рустам Минниханов поделился своими эмоциями по данному поводу. Иногда поражаешься, почему вот чиновникам ничего не надо. Лишь вот никто ничего лишнего не просит. Вот мы просим, чтобы часть денег, которых мы заработаем, чтобы она пошла на то, чтобы создать эти рабочие места. Вообще непонятно. Эти люди, которые сидят на таких должностях, неужели этого не понимают? Неужели наша страна сама по себе, она будет меняться, если мы ее менять не будем? Но у нас есть хорошие сторонники. Минфин, надо отдать должное. Тем не менее, среди активных сторонников Татарстана, конечно, не только российский Минфин, но и другие ведомства и их руководители. Республика умело использует федеральную помощь, особенно национальные проекты, и это, как говорят в народе, в коня корм. В результате Татарстан на первых позициях в российских рейтингах, плюс дополняет федеральные программы своими собственными. Эффект в итоге получается синергетическим. Когда видят результат, урожай, стройка, промышленность, задача решается, выпуск самолетов, вертолетов, то и Москва поворачивается лицом. Поэтому надо уметь доказывать. Это работа, и этот успех, это не одного дня успех. Это кропотливая работа Рустама Нургалиевича, который уже много лет, начиная с министра финансов, премьер-министра республики, вот уже президента много лет, привел к тому, что республика поступательно движется в развитии, являясь лидером практически во всех отраслях. Это формирование команды, нацеленной на результат. И, наверное, вот этим отличается Татарстан от многих регионов, когда работают не на процесс, а на результат. Цифры говорят сами за себя. Сегодня республика по объему валового регионального продукта занимает 6-е место в России, по промышленному производству 4-е, по объему сельского хозяйства 4-е, по строительству и вводу жилья 5-е место, по инвестициям в основной капитал у нас 6-е место, по обороту розничной торговли 7-е. За время работы Рустама Минниханова президентом Татарстана особая экономическая зона Алабуга стала лучшей в стране. Был с нуля построен IT-город Иннополис, реализованы грандиозные инвестиционные проекты в нефтехимии и нефтепереработке. Объект ТАНЭК. Когда мы начинали его строить, когда было решение принято, мы действительно это не умели, не знали, как построить объект мирового уровня стоимостью там, более 10 миллиардов долларов. Вот, но мы взялись за него. Рустам Галеевич, вот, у него еще такое есть вот, хорошее качество, он очень обучаемый. И он не боится учиться, и он очень много времени использует, чтобы поехать посмотреть, кто как в мире что делает. Созидатель, способный на смелые поступки, настоящий лидер. Татарстану здорово повезло, что у нас такой лидер, способности Рустама Нургалиевича воспринимать новое, мыслить стратегически. Они вывели нашу республику в число самых передовых инновационных регионов страны. Если говорить о Рустаме Нургалиевиче Минниханове, то мне сложно о нем говорить, потому что я его считаю своим очень близким товарищем, и я могу сказать, наверное, другом. Это компетентнейший, очень быстро обучающийся, прекрасный менеджер. Я считаю, что Татарстану с таким руководителем повезло. Он системный человек, создана система управления. При этом продвижение имиджа Татарстана вот, в исламских странах. Очень уважительное отношение к нему и к той работе, которую проводит. Вот Казань саммит, который идет. Я убедился в Саудовской Аравии, как было отношение саудитов и прочее. И это достигается непосредственно конкретным трудом. Потом не забывать наш татарский народ, татарский язык. Где бы мы ни были, в каких регионах, всегда при всем графике найдется встреча с ними и добрые отношения, и реальная помощь. 65 лет – большая дата, но, видимо, не для нашего президента. Этот свой юбилей Рустам Минниханов отметил в своем стиле. Без отрыва на поздравления и торжества. В делах и мероприятиях Рустам Минниханов в этом плане не меняется. И нам в республике от этого только спокойнее. Значит, движемся в верном направлении. Вместе с нашим национальным лидером.
Тимур Бекмурзин, Александр Лобанов. 7 дней. Те, кто знакомы с Миннихановым лично, отмечают, что этот симбиоз, с одной стороны, стремление к совершенству, с другой стороны, знание и решение насущных проблем, это у него от отца Нургали Минниханова. Многие этот род, который своему народу дал таких великих сыновей, связывают с Сабинским и Рыбнослободским районами, там, где Нургали Минниханов начал свою профессиональную деятельность. Но мало кто знает, что корни этого рода выходят совсем из другой местности. Там, где когда-то росли густые леса, а горы перемежались с равниной. В Мамадышском районе жители небольшой деревни Дусаево до сих пор бережно хранят память древних предков, среди которых, как оказалось, были великие правители. Подробнее Эльзира Юзаева. Аллаху Акбар. Полуденный азан – это не просто призыв к молитве. Для каждого мусульманина его сакральные звуки – признак душевного умиротворения и спокойствия. Для жителей деревни Дусаево Мамадышского района кажется, что эта древняя традиция жила здесь испокон веков. И азан никогда не прерывался в их сердцах. Мало кто уже помнит первую деревенскую мечеть, которую варварски лишили минарета, а потом и вовсе сравняли с землей. 70 лет безбожья и кару, не господнюю, а партийную, за разрыв парадигмы атеистической идеологии. Мектеплерде бүтүнүсү динге каршы уюштурулган нерселер, ураза туткан балалардын ауызларына су каптырып, андан соң тиги дуга окуй турган нелерне аларны түбәнсетеп итеп инде шулай айтып иттилер. Инде ул чагында нишләтәсең? Эта мечеть была открыта в 1998 году, когда наступили другие времена. С одной стороны, люди начали возвращаться к своим истокам, к религии своих предков, с другой – тяжелейший экономический кризис в стране. Но даже в такое непростое время нашлись люди, которые вернули деревне надежду. День открытия мечети для жителей стал самым настоящим праздником, который был запечатлен вот на этой теперь уже исторической фотографии, где среди жителей, третий слева, главный организатор и благотворитель строительства, выходец из деревни Дусаево Нургали Минниханов. О, зор бәйрәм инде, юл зор бәйрәм ул чагында. Галәмәт булмаган нәрсә бит, бүтән авыл халкының шөкерде. Oğul halka bütünüsü bik sinimdiler indi, yılaştılar indi, meşet neşkan vakittan Nurgali yüzü de şuşunda koydu bitindi, şarga koydular bitindiler. Как вспоминают старожилы, в те годы руководитель Сабинского лесхоза Нургали Минниханов к ним в Мамадышский район приезжал часто. Отчего дома в деревне уже не было, но он как мог помогал своим землякам. Кому построить дом, кому привезти дрова. Его ценили и уважали за отзывчивость и порядочность. 90-летний Шамсиамал Апа хорошо помнит их семью. Миннихановы росли вместе с ее старшими братьями. Bik tertipli, otaları, onaları da bik tertipli, onun obileri, opaları da bik tertipli bulup üstüler olanın bir yanına şükür rahmetli bendeler alar. Kişiye yardımlı kişiler indi, yardımlı kişiler. Nurgali'nin yardımı kuptuydu indi, tuğan tumaşalarına dağın yardımcı, evet kişileri, bik okullu kişileri. В 1937 году в Дусаево случился сильный пожар. Две большие улицы, в том числе и дом Миннихановых, тогда сгорел дотла. Семья находит временное пристанище у родных в деревне Арыш Рыбнослободского района. Но Нургали Абы никогда не забывал, откуда его корни. Два древних захоронения на окраине села. Это место жители деревни считают священным. Издревле сюда приезжали люди, чтобы поклониться памяти святых. Два надгробных памятника 17 века. Надпись арабской вязью гласит, что здесь захоронены хафизы, то есть уважаемые люди, которые знали и читали Коран наизусть. Шай Мухаммад и Дус Мухаммад. Более того, один из них является сыном суфи. У мусульман человек чистейшей души, самый близкий к Аллаху. Это люди, которые прожили свою жизнь в вере и благочестии. Местные жители уверены, что здесь захоронены не просто прародители деревни Дусаево. Здесь находится исток генеалогического древа президента Татарстана. Халық мында келе, біз енді өзімізде балалар бақшаларында мектептен, оқушылар білен де келе, біз оларын тоныштырабыз. Дусайның келіп шығышы, міне Дусайға негіз соғылушылар еттіріп тоныштырабыз.
Kileler, şişekler koyabız, şişekler oturtabız. Biz anda yazların şeylerin koruyuz. Mine kunakka koytkan kişiler de kile, mine şuşunday motor derecede tutabız indi hazır. В этом году в мечети Нургали Миниханова планируют провести реконструкцию. За 25 лет здание обветшало и уже не соответствует современным требованиям. Biz indi şundan da rahmetli şuşu meşitni tüzüde üzerinin kişilerin kızganmışı, şuşunday motor meşitler tüzüp, bizning dinimizni unutmışı, xalqımızga şuşunday din yurti bo'la yetgani uchun o'zimizning hurmatli prezidentimiz Rustam Nurg'oyevning etisine, G'alimjon abiga ham endi bugungi kunda degan shu masjidni saqlab qolib, aning bugungi kunda yuzin bizning shu kelajak bugunlarga beruvchi hazratimizga, avul xalqina endi olg'a tabadag'in shu masjidimiz ishlab din tarbiyasi berir deb ishonib qolib kelar. Kişi öz aldına özünün yaratkan şug'uli bilen shug'ullanib ömür boyu hem bizning Tataristanımız için, şunday miras qoldirgan için, hem bizning mine şunday kichkinagina Dusay avluning şul ishga kichkinagina ulush kiruvi bilen biz bugun bek g'ururlanamiz. Он был очень человечным, очень добрым, значит, и как вот земляк наш, мы его считаем своим земляком, он никогда не прерывал связь со своим деревней Дусаева, где сегодня, как мы знаем, исторические его предки родились в этой деревне. Ну, наверное, вот те сильные качества, которые имел Нургали Аби, наверное, передались их сыновьям. В деревню, которая находится вдоль популярной трассы Уфа-Кировская область, очень часто заезжают путники. И для многих из них эта неизвестная история одного известного рода становится самым настоящим откровением. О том, что Нургали Миниханов не просто построил дом, вырастил детей, посадил деревья. Он оставил заметный след в памяти людей. Эльзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней. Сегодня последний день Масленицы, который отмечали всю неделю, а у православных прощенное воскресенье. Всю неделю мы ели блины, пробовали новые рецепты, ходили в гости, сравнивали сковородки и даже устраивали соревнования по стрельбе из лука. Настало время кульминации, широкой Масленицы. Пора сжигать чучело зимы, чтобы избавиться от всех бед, печалей и проблем. Уже в понедельник начнется Великий пост, самый строгий в году. Но это завтра. Сегодня время участвовать в старинных народных забавах. Считается, что Масленица – православный праздник. На самом деле, с научной точки зрения, Масленица является перекрестным праздником православия и язычества. С одной стороны, люди гуляют всю неделю, готовятся к Великому посту, а с другой прыгают через костер и сжигают чучело, что относится к языческим традициям. Не отстает в праздновании и татарский народ, который привнес собственные традиции в русский праздник. Скручивают татарских кукол из тряпок и даже готовят татарские блины прямо из печи. Диляра Юсупова также проводила зиму и узнала, что такое Масленица по-татарски. По заснеженному Свияжску трудно поверить, что здесь тоже прощаются с зимой. Подготовка и борьба со снегом стартовала с начала недели, пока по-свойски, но тоже с песнями и весельем. А вот молодого жеребца-адъютанта готовят уже основательно. Катание на лошадях – канон традиционной Масленицы. У нас есть маленький пони, Фунтик, беленький. Он катает на санях. Сани у нас очень красивые, расписные. Мальчишки наши, большие кони, они с удовольствием катают взрослых и детишек уже верхом. Аналогом нашей восточной славянской масленицы является карнавал западный. То есть это суть праздника точно такая же. Переодевались в какие-то другие наряды, да, изображали иной раз и нечистую силу, и животных. Вот катание на лошадях, мне кажется, это часть вот этой традиции, когда, в принципе, ты без всякой цели несешься на скорости вот по последним зимним дорожкам для того, чтобы почувствовать вот эту границу между зимой и весной в таком беге.
Парадокс, но у Масленицы есть свои традиции, при этом основной канон Масленицы звучит как отказ от всех канонов. Хочешь окунуться в рыцарские времена? Пожалуйста. Прыгать в снег? Нет проблем. Пострелять из лука или арбалета никто не мешает. Главное правило, чтобы как тогда, в старину на Руси. И вот этот арбалет, он сделан копией начала 17 века. Видите, если обратить внимание, нету ничего, никаких прицельных приспособлений, ни систем стабилизации, ничего. Это вот как раз арбалет в том виде, в котором он дошел до нас из средних веков. Арбалет – это более позднее изобретение человечества, и это уже механическое устройство. Если мы говорим о луках в том виде, который они дошли до нас, то это всего лишь палка с веревкой, но за исключением многих нюансов. Становимся полностью боком к мишени, левую ручку вытянули, а правую дотягиваем сюда прям к глазу. Вот таким вот образом. Целимся правым глазом, еще тянем до лица и мягко отпускаем тетиву. Собственно, как-то так. У нас чай с травами из самовара. Мы травы все сами собираем, вот здесь завариваем. Вот. И самовар кипяточек наливаем. Чай у нас с мелисой, с душицей, зверобой, мята, листья смородины, листья малины. Такой вкусный местный чай. Глиняная посуда, пары самовары, угощения на углях. Блины знают все, поэтому наперекор обычаям будем готовить оладьи. Настоящие, русские, на воде и дрожжах, в большом количестве масла. А теперь мы будем жарить наши знаменитые оладушки. По бабушкиному рецепту. Я в первый раз вижу, кстати, что делают оладушки через кондитерский мешок. Очень удобно. Здесь таких условий у нас нету. И мы делаем через кондитерский рукав. И тесто сразу приводим. А как вы готовите его? Тесто бабушкин рецепт. Там мука, вода, соль, песок, дрожжи, молитва, свежий воздух и костер. Все думают, что они очень жирные в масле, потому что много, если масла не положишь, они будут сыроватые. Но они, когда долго в масле не лежат, они в масло не... Пирожки прямо они выглядят. Да. Открывайте ворота! Масленица пришла! Такое морозное настроение. Румяные оладьи, ароматный чай и запах костра. Сначала разогреваем сковородку в печке. А это уже татарские блины в туган-авалым. Очень сильно похожи на оладьи. Удивительный рецепт, который не раскрывается. Как обычно делаются, такие же ложим продукты. Но, конечно, у нас свой секрет есть, имеется. Поэтому они у нас очень вкусные получаются, потому что мы их делаем с душой. Татарские блины от русских отличаются, я думаю, тем, что русские блины, они тонкие и большие, как бы. А эти порционные? Это порционные, да. Когда-то здесь светило огромное большое солнце. И этого солнца хотелось каждому в дом. Хотелось счастья, богатства, и чтобы все были сыты и здоровы. И в действительности расплескалось солнце и по нашим красивым домам, по нашим воротам, ну и попало, конечно, на сковородку. И появились вот такие маленькие солнышки. Конечно, и ярмарки, и мастер-классы. Как и в языческие времена, вырезаем из дерева фигурки. Первобытно-общинного строя, наверное, делали, лепили всякие штучки. Человек пытался что-то сделать, что-то повторить. Такое первобытное. В свое время, мне кажется, каждый мужчина, каждый хозяин дома делал для своих детей вот эти вот игрушки деревянные, топором, и особого мастерства для этого не требовалось никому. Брался кусочек кожи, мочился, вот это уже называется штамп, накладывался сверху, и нужно было вот сюда очень сильно нажать. Если мануфактура была богатая, то мог быть пресс. Если пресса не было, брали вот такой вот камушек, килограмм в 70,
сверху его накладывали и несколько дней ждали. Или вылить из жидкого металла солнце, главный символ Масленицы. Форма готова. Теперь можно сюда заливать металл. Нужно набрать где-то 1/3, по краю немножко вытереть, чтобы снизу не капало, донести и беспрерывной струей залить форму. Доставайте свою монетку, раз уж вы попали в мои руки. Будем сейчас вам это благополучие привлекать. А еще в Масленицу девушки плетут венки и загадывают желания, чтобы потом бросить их в огонь. А тут каждый может сам смастерить татарскую бабу, мини-чучело Масленицы из тряпок. Куклы на самом деле были очень простые, более корявые, и то есть они же были все равно жили по вот этому посевному своему календарю, то есть это вот на посев, это на удачу, тут лихоманки, чтобы забрали все, то есть там кукла имела прям большое значение, то есть она не была красивой, благополепной, она рабочая лошадка была. И если вам показалось, что это все, вам показалось. День Х. Основной праздник на улицах города. Здесь и танцы под волынку, и шествие ряженых. Кульминация праздника. В небе клубы дыма, а сотни глаз следят за языками пламени. Весна приняла жертву. Диляра Исупова, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней. На этом у нас все. Наших самых красивых, самых любимых, лучшую половину человечества с предстоящим праздником весны. Счастья, добра, улыбок, тепла вам и гармонии. Пусть в вашей жизни будет больше светлых, ярких моментов, положительных эмоций. А мы будем стараться для этого делать все возможное и невозможное. С праздником вас. До свидания. До встречи. Здравствуйте! Несколько солнечных, теплых дней подарил нам март. Но это было лишь эпизодом в еще не завершившейся зимней истории. В ближайшие 7 дней в Татарстане будет, очень холодно. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана морозная погода сохранится почти всю неделю. Ночная температура будет опускаться до минус 20, а днем около 11 мороза. К выходным характер погоды изменится. Начнут поступать более теплые воздушные массы. И в субботу и воскресенье днем около 5 градусов ниже нуля. Зима никак не хочет уступить весне дорогу. Жителей юго-востока Татарстана понедельник встретят холодной погодой. Во вторник существенных изменений не будет. В среду же мороз пойдет на убыль. И к пятнице всего минус 5. В холодной части циклона будут находиться и центральные районы Татарстана. Ночью до минус 17, днем минус 10. Конечно же, без осадков не обойдется. Но и весеннее солнце иногда будет пробивать уплотненные облаками небо и добавлять настроение. На юго-востоке Татарстана тоже похолодало. В первой половине недели температура будет опускаться до 11 градусов днем. Это будет сопровождаться порывистым ветром и осадками, а во второй половине станет теплее, около 5 мороза. На дорогах по-прежнему очень скользко, будьте предельно осторожны. Весна пока наступила только на календаре и на северо-западе, и в Казани. В понедельник и во вторник днем до минус 9, в среду и в четверг минус 11. В пятницу станет теплее, пойдет снег. На выходных ожидается слабоморозная погода. Будем надеяться, что после этой зимней морозной недели в республику придет настоящее весеннее тепло. С наступающим праздником весны и красоты. До свидания.